Есть сейчас звук, скажите. Есть сейчас звук, скажите. И эхо нет, отлично. Есть сейчас звук, скажите. И эхо нет, отлично. Есть сейчас звук, скажите. И эхо нет, отлично. Есть сейчас звук, скажите. Так, эхо есть. И эхо нет, отлично. Вот, теперь скажите, есть звук? Так, сейчас мне кажется нормально все. Да, все отлично. Все. Ассаламу алейкум. Приветствую вас. Сегодня у нас 3 апреля. Так, 3 апреля 2020 года. Снова с вами я, Аслан Арцуев. Так. Сейчас, одну минуточку. Так, давайте перейдем к нашим приветствиям. Так, ва алейкум салам. Аслан Умаев, Несущий Свет, Джахар Дудаев, Дебора, Ишкерия Лайв, Владимир Рабинович. Всех приветствую. Антирашизмус Машвовиль, ва алейкум салам. Так, Гузман, салам Аслам, можно снять видео про всех убитых чеченцев в Европе с командой от Кадырова, как, например, Мансур Старый, Исраилов, Хангашвили и многие другие, и переводить это видео на разные языки. Гузман, салам тебе, Гузман, но, во-первых, командой Кадырова никто не убивается, да? Мы постоянно об этом твердим, постоянно хотим, чтобы у людей в голове не осталось, что мы с какими-то Кадыровыми там имеем конфликт, войну, противостояние. Нет, ни в коем случае. Всех этих людей убивает русская власть, путинская, КГБшная, ФСБшная власть, поэтому только в этом ключе об этом можно и говорить. Если Исраилова и Мансура Старого убили чеченоговорящие, то Хангашвили Зелимхана убил русский, и он задержан по горячим следам. И сейчас находится в изоляторе в Германии, я так думаю, в Берлине. Поэтому ни в коем случае, никогда, мы постоянно об этом говорим, и это принципиально важная вещь. Никогда не надо все сводить к кадыровщине. Кадыров — это инструмент, который используется русскими, который работает на интересы, я бы сказал, России в какой-то степени, но он больше не на Россию работает, а на ФСБ и на Кремль работает. Это две разные парадигмы, две разные субстанции, скажем так. Давайте так, дальше. Вот видите, сегодня наконец-то мои жалобы услышали, и у меня начали опять прибавляться подписчики. Теперь мне начали все писать, что уведомления начали получать. И вот мы только включили, уже 165 человек уже нас смотрят. Наконец-то начали какие-то сдвиги. Опять, конечно, будет атака, она не будет прекращаться, пока мы ведем эту деятельность. И, соответственно, придется еще много-много раз писать. Но, видимо, ФБР, Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки, услышало мои стенания, и в Фейсбуке у них открылась страница ФБР. И теперь очень удобно на русском языке писать жалобы. Присоединяйтесь все. В Фейсбуке есть страница ФБР. Если у вас есть какая-то заслуживающая доверия информация, то можете смело писать в ФБР и сообщать о всех преступлениях, которые совершаются
русской властью, да, фашистской властью, как на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, так и в России. Так, по поводу Амада, все спрашивают про Ахмеда Закаева, нашего главу правительства и нашего лидера нашего народа. Я знаю только то, что я вот вывесил на экран у вас, и я знаю, что Ахмед в нормальном положении, и у него супруга тоже переносит эту болезнь, и дай Бог, дай Аль-Му'ла, они перенесут эту болезнь без последствий, и все будет отлично. Дай Аль-Му'ла, дай Аль-Маршал Дуэль Амадина Цюнхусам на Массу Мокшуч Сагна, дай Аль-Ули Юэль. Этот эфир, из-за того, что он болеет, наверное, он смотреть не сможет, но в любом случае мы посвящаем ему этот эфир, будем говорить о нем, говорить о наших проблемах и будем всячески его поддерживать. Да, Аль-Му'ла. И еще очень один важный момент по поводу коронавируса. У меня есть друг, этот друг живет во Франции, и его вся семья заболела коронавирусом. Все они заболели, и 16, 17, 18 дней, сейчас, по-моему, сегодня 17 или 18 день, сейчас они уже очень хорошо себя чувствуют, он сейчас на прогулке, я ему позвоню, мы ему зададим вопросы, и вы тоже сможете задать вопросы, и он расскажет, как он заразился, как он перенес эту болезнь, как их семья перенесла эту болезнь. И будет очень полезно нам всем узнать. Ему 61 второй год, 61-62 года. Он физически крепко, правда, надо признать, человек очень крепкий, но из всей семьи он дольше всех болел, видимо, из-за возраста. Поэтому он говорил абсолютно не паниковать, не отчаиваться, поэтому вы от него самого все услышите. Поговорим с ним тоже и о коронавирусе, и о многих других приятных, хороших новостях. Хотя сегодняшний стрим наш омрачен болезнью Ахмеда Закаева и его супруги. Да, Аль-Маршал Дуэльцан. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Сразу сообщает Ичкерия Лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Так, Макс, привет, Аслан, привет, Максим. Анна Сидорова, да, Аль-Маршал Дуэль, амин, амин. Да, Аль-Маршал Дуэль. Так, Нирус Грималис, маловато лайков, говорит, ставьте лайки. Чечен Ньюс на месте, Трика на месте, Фриман антипутинизм на месте, Машволь, добрый вечер всем антипутинцам. Приветствую, Фриман антипутинизм. Так, пойдемте дальше. Елена Орлова, после 60 самый опасный возраст. Да, говорят так. Ну вот, поговорим чуть попозже. Минут через 5-10 позвоним ему и поговорим. Да, Мола. Аугусто Пиночет. Мир станет другим после этой пандемии. Да, будем надеяться, мир станет другим и не будет в этом мире фашистской организации ФСБ, КГБ и этой тюрьмы народов фашистской России. Мы молим об этом Господа и прилагаем максимум к этому усилий. В силу своих скромных возможностей. Так. Сергей Украина. Привет, мой юный друг. Привет, мой друг Сергей. Приветствую. Так, Михаил Барсук. Класс. Рад, что все хорошо. Да, все хорошо, Михаил. Дай Бог, будет все отлично. Дай Бог. Дебора. Дал Маршал Дуэль. Бон Деборс. Амадин. Амин. Амин, Дебора. Макс Беркаевич. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Салам, Макс. Он социал С. Амин. Дал Маршал Дуэль. Амадан Цюнгергал. Амин. Я Аллах. Амин. Гузма. Аслан, что мне делать, если я получу угроз от Кадырова или от его людей, как лорд? Что делать? Писать заявление. А что еще ты можешь делать? Больше ты про это законные на сегодняшний день, это российские оккупационные законные
их точки зрения о власти. И что ты можешь сделать? Только вооруженным путем сопротивляться ты можешь или писать заявление. Вооруженным путем я тебе не советую, потому что у них все налажено для убийства, уничтожения как сопротивляющего, так и его родственников, знакомых, друзей. Поэтому только писать заявление. Аслан салам, говорит, папа Че. Салам, папа Че, приветствую. Так. Так. Фриман антипутинизм. Закаеву Амаду и его семье желаю здоровья. Дал маршал Дуэльцан. Амин. Дал воли маршал Дуэль, говорит Ибрагим Алханов. Зелем. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Зелем. Так, Руслан Сагиев. Ассаламу алейкум. Из Казахстана не устаем тебя слушать. Мы с тобой. Ва алейкум салам, Руслан. Спасибо. Дейл Рейс Хуль. Баркал. Так. Аду Давлетюк, да, только 40 лайков, хотя смотрит 220. Нет, лайков больше уже, просто тебе надо перегрузить Аду, поэтому у тебя появится. У меня больше, у меня 137 стоит сейчас. Так, почему стоит Ахмед Закаев, Кинг Артист? Потому что это наш лидер чеченского народа, и мы его все целиком поддерживаем. И все вместе ему желаем крепкого здоровья, потому что нам нужен крепкий и сильный Ахмед Закаев. Хамзат, да, почему мой друг не принял Facebook? Хамзат, мне очень много пишут, не обижайтесь, пожалуйста, я просто не знаю, мне пишут не все друзья, я прямо скажу, далеко не все друзья мне пишут. У меня уже есть некоторые недруги, которых приходится выявлять и банить, исключать и так далее. Я просто не знаю человека и не могу всех подряд принимать без обид, только ничего личного, как говорится. Я начал уже разборчиво относиться. Раньше я всех принимал, теперь я очень пытаюсь быть разборчивым. Так, Макс, нефть снова дорожает. Что будет дальше? Нет, нефть, она чуть-чуть отрегулировалась, она не дорожает. Новость отличнейшая, нефть падает. И, кстати говоря, обратите внимание, дорогие чеченцы, обратите внимание, был страшный геноцид по отношению к нашему народу. Да? Нас убивали всеми запрещенными и незапрещенными средствами и способами. И за все это Саудовская Аравия, которая могла вот так опустить эту нефть, не опускала эту нефть. Давайте просто зададим этот вопрос сами себе. Почему самая главная страна для мусульман, где находится самая главная святыня мусульман, эти люди не помогали нам? Почему они дали подняться до 150, до 170 долларов этой нефти? Задайте себе вопрос, дорогие чеченцы. Так, ну нефть, она немного подорожала, но она не будет дорожать, потому что там все намного сложнее, чем хотелось бы русским оккупантам. Так. Насим сбо Амадан дал маршал дуэль Амин, дал маршал дуэль Амадин. Анзорино, чем заболели Закаев и его супруга? Подозрение на коронавирус. Ахмад Магомадов, Ахмед Закаев болен COVID-19. Да, есть вот такая информация, что COVID-19. На нашем официальном сайте, он тут есть под видео, ссылка на наш сайт правительства, чеченпресс.ком. Вы можете зайти на него и можете увидеть по ссылке там. Да и я у себя в сообществе выложил ссылку на сайт чеченпресс.ком, и там вы сможете увидеть, что они пишут. Информации немного, кроме того, что я вам сказал. Лунный свет, мы все желаем скорого выздоровления Ахмеду Закаеву. Спасибо, лунный свет, спасибо. Салам всем свободным народам. Салам, Интерхунта, приветствую. Так, Елена Орлова, поддерживаю. Я также многих не принимаю. Правильно, Елена. Ассаламу алейкум, Асан Аллах, Машал, Дуэль Амадан, Бамух Чирей, говорит. Ва алейкум салам, Бамух Чирей.
Амин, я Аллах, амин. Да, воля юэль цунамас сумок швочу саган. Так, пойдемте дальше. Макар Стечкин говорит, Ахмед Сила. Так, Амад Семян дал маршал Дуэль, Амад самый достойный человек Ичкерии, Бог Альмерза Ахмадовс. Амин дал маршал Дуэль, Аугусто Пиночет. Нужно всегда надеяться только на самих себя и никому не доверять. Истина. Джахар Дудаев, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Реалити. Социал С. Вот давайте, как обычно, Социал С нам напоминает, и я вам напомню. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки и подписывайтесь на Реалити. Пусть люди узнают правду. Пусть люди узнают правду. Эйнах. Так. Аслан, они найдут для них аргументы, скажут, это не истинные муслимы и тому подобную чушь. Да, найдут, конечно. Мне сегодня, я себя поймал на этой мысли, и мне это было, скажем так, досадно, да, скажем так. Да, они взяли и уронили, и все говорят, вот показывают вот этого молодого коронапринца, который герой уже, да, фактически у всех людей, всех религий и народов. И они могли, ну, пускай не до 150, не до 107, не как сегодня, там, до 30, там, до 20 долларов уронить эту нефть. Да? Надо понимать, что сейчас она ниже себестоимости. Все. Теперь они будут проедать свои запасы. А это очень быстро закончится. А Путину эти деньги еще нужны для войны. Поэтому, конечно же, Путин будет всячески свой народ ограничивать, да, в этих дотациях. И вот Саудовская Аравия могла бы, ну, хотя бы сделать так, что там торговаться, как-то нам помогать, что-то делать. Нет. Нефть просто взлетала, хотя геноцид был очевидный просто. Так, пойдемте дальше. Гузман, Аслан, ты видел видео от Асланбека Ахмедханова, где Кадыров оскорблял его? Что ты скажешь об этом? Он был так с ним разговаривал, если бы за ним не было целой армии. Да, это хороший вопрос ты задаешь. Да, я видел это видео Асланбека Ахмедханова, очень сильно унижали. Сейчас появилось новое видео, где его жена и дочери просят Кадырова Рамзана простить их отца, которого, видимо, не отпустили. Вот это российский закон. И Асланбек Ахмедханов, у которого кличка Черт, он живет в Гихах, этот человек работает, как я слышал и знаю, работал на российские спецслужбы, видимо, в качестве агента. Если бы он был бы действующим офицером, наверное, с ним бы так не поступили. Но при всем при этом они оба, и Кадыров Рамзан, и Асланбек Ахмедханов, являются врагами чеченского государства и по факту врагами чеченского народа, так как они работают на цели, на государственные, национальные или личностные цели людей, представляющих Россию. Об этом мы поговорим обязательно. Я сейчас хотел бы позвонить вот этому человеку, который переболел, сейчас уже практически выздоровел, хотя еще не до конца, коронавирусом, COVID-19. Давайте я ему сейчас позвоню, и мы в эфире, вы заодно мне скажете, как вам слышно и так далее. И можем просто позадавать вопросы. Кстати, вы тоже можете задать свои вопросы ему, я им обязательно его зачитаю, эти вопросы. Так, давайте.
Алло, ассаламу алейкум, büyüstük Boris. Валейкум салам. Худая шо, мумуа, мокшал. И а что вернулся сам? С прогулки дал, вот буквально от Атуора я только зашел домой. Да, Вошел, ты алхамдулилlah. Борис, я сейчас в прямом эфире звоню тебе. Ты сейчас можешь говорить? У тебя есть 5-10 минут. Борис, тогда по-русски, если можно, потому что нас смотрят разные люди. Давай. Я уже сказал своим зрителям, что ты со своей семьей полностью вы переболели коронавирусом, уже идете на поправку. Я бы хотел тебя спросить, как если ты знаешь, как это произошло, как ты заразил, как вы заразились этой заразой, и как первые симптомы были, как это начиналось и как это протекала вся эта болезнь. Сейчас расскажу, Аслан, все как было. Значит, носителем являлся я. После того, как я вышел, значит, позанимался спортом, домой, у меня первый процесс, это пошло, короче, значит, такое течь с носа. Насморк. Вода, Да, изначально исходило из этого. Я пришел, я говорю, своей жене, говорю, что-то у меня насморк, что-то я холодную воду выпил, там побегал на площадке туда-сюда. В общем, так этот разговор закончился, и на следующий день вечером поднялась температура моментально. Моментально поднимается температура. Поднимается у тебя температура, у тебя пропадает обаяние сразу на все продукты, на все что угодно, обаяние все исчезает. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Рецепторы вкусовые, запахи, все. Да, все пропадает, короче говоря, ты не понимаешь, что происходит, понимаешь с тобой? Вот, дальше процесс идет, значит, у тебя температура поднимается до 39 и начинает, вот шаблон 38-39, температура бегает вверх-вниз. Понимаешь? Когда я попросил этого сына, короче, говорю, а ну-ка позвони, узнай, что там это самое, что происходит. Он говорит, да ладно, говорит, бесполезно, говорит, отец. Я говорю, ладно, хорошо, тогда, думаю, может, на самом деле у меня там температура, там грипп от холодной воды. Но в процессе, когда уже начали читать, что я понял, уже это сразу хозяйка мне говорит, это коронавирус, дорогой. В общем, процесс пошел у меня первого, потом заразилась жена, вторая. Значит, у каждого, я описывал каждый мой процесс, опишу. То есть, у меня, значит, почти 17-18 дней была температура 38-39. 38-39 температура. У тебя у всех такая высокая или еще выше была? 38-39 это моя стабильная температура вот, во время болезни. Процесс вот этой болезни. Понимаешь? А болезнь, как она сопровождается, я сейчас скажу. Значит, вся задняя часть спины, вся, мышцы, бедра, не бедра, как будто тебя вот сварили, понимаешь, вот, до тебя нельзя дотронуться, понимаешь, настолько вот неприятные боли, вот, понимаешь. Горит все или просто болит? Да, горит, понимаешь, все горит, понимаешь, да, все горит. Вот неприятное прикосновение, короче говоря, тебе мешает, и одеяло тебе мешает, матрас, все мешает, понимаешь. Вот ты должен искать позицию, чтобы лежать правильно, понимаешь? Это пошло вот с этого. Потом уже надо было искать какой-то вариант. Вы в больницу обращались, Борис? Нет, в больницу я сейчас тебе расскажу. В общем, на 4-й день, на 5-й день, нет, на 3-й день я говорю, слушай, говорю, здесь это самое, давай, короче, как-то это самое. Она говорит, а ну-ка позвони в больницу. Пацан позвонил, Ада позвонил в больницу. Ему говорят, вы знаете, у нас, вы дышите, говорит. Слушай внимательно. Вы дышать можете? Да, дышим. Ну дышите дальше. Не, Аслан, сейчас это смешно. Да, сейчас смешно. Вот ты представляешь, когда тебе врачи говорят, мы ничего не можем сделать, дышите дальше. Если вы не сможете дышать, значит вызывайте у меня опошку, понимаешь? У вас, значит, легкие. Берут болезнь. Да. Получается, это опасно только если, когда у тебя с легкими проблемами, ты не можешь дышать, правильно? Да. Это опасность в том, что если у тебя начинаются проблемы с легкими, понимаешь? А до этого, в общем, в процессе, я говорю, надо срочно искать методы лечения, говорю, в срочном порядке, потому что на врачей нет надежды, и мы начали искать методы, сами начали искать. Я говорю, чем лечится грипп? Она по образованию биолог, она говорит, давай-ка, ну-ка, выпей соду. Значит, соду мы берем
берем, значит, она чайную ложку, когда она закончила Красноярский университет, биологии факультет, она берет эту соду, и я начинаю пить. Значит, у меня как-то немного отпускает, я говорю, слушай, говорю, что-то это самое, нужно еще что-то делать. Говорю, температуру как лечат? Ну, начали думать, это сразу перешли на куриный бульон. Видел? На куриный бульон. Значит, чеснок, Аслан, чеснок. Значит, жуешь вот, а головку, вот, одну-две головки небольшие, жуешь, не глотаешь, не режешь, а жуешь, понимаешь? Потом этим куриным бульоном запиваешь 2 кружки куриного бульона. Значит, и все, и отдыхаешь, ложишься, понимаешь? Как часто этот чеснок вот надо есть, Борис? Это день, это значит день, 2 раза мы делали, как понимаешь, куриный бульон, мясной бульон, с мясным бульоном лук, репчатый лук есть, его, я тебе говорю, когда мы ели этот лук, если ты бы увидел, ты упал со смеху, как будто мы ели яблоки, понимаешь, вот так мы ели лук, понимаешь, это потребность организма, это защита иммунитета от этого коронавируса, понимаешь, это, у тебя организм требует этого лука, понимаешь, и ты его ешь, понимаешь, ты как яблоко ешь, с таким сочным, да, понимаешь, не чувствуешь, но ты ее жуешь, этот лук, понимаешь. Да. Вот так прошло, короче говоря, у нас почти каждый день вот этот процесс шел. Значит, сода, чеснок, лук. Сода, чеснок, лук каждый день. Да, каждый день, короче, понимаешь ты? Вот обязательно чай, обязательно в обед чай с лимоном, с медом. Чай с лимоном, с медом. Да. Там имбирь, говорят. Я этот имбирь не знал, что такое, я здесь только узнал, что такое имбирь. Первый раз вот после этого коронавируса я попробовал, мне сказали, вот там имбирь, я его взял, короче, заживал, и у меня горло смотрел от этого имбиря. А у тебя першило в горле, у вас в горле, говорят, бывают проблемы, были с горлом проблемы? Смотри, вот объясняю, значит, сода, что делает сода, значит, убивает инфекцию, понимаешь? Да, першит в горле, сухая кашель очень неприятная бывает, видел? Борис, ты куришь? Сухая кашель. Ты куришь? И у тебя, вот, а? Ты куришь? Не, я никогда в жизни не курил, ты что? Ага, отлично. Не, никогда в жизни, я всю жизнь занимался спортом, я мастер спорта СССР, поэтому курение для меня это вообще было запрещено. Поэтому я объясняю, Аслан, значит, в процессе вот это, все вот эти болезни, значит, сода, чеснок, лук, лимон, чай. Значит, каждый день вот этот процесс, чай обязательно в порядке. Если не чай, то теплую воду с лимоном. Нельзя пить холодное ничего, абсолютно ничего. Холодное нельзя, только горячее и теплое. Нельзя абсолютно ничего, только теплое. Воду много вы пили? Воду постоянно? Воду постоянно теплую. Подчеркиваю, теплую воду. Да. Но мне вот тут пишут, Борис, мне тут пишут, что имбирь при температуре нельзя. Вы употребляли имбирь при температуре? Я тебе объясняю, я его потреблял, я не знал, что это такое, мне говорят имбирь. Я думаю, что за имбирь, да, ну-ка дайте я его прожую. Проживал, у меня горло спотело, понимаешь, я-то не знал, откуда я знаю, что имбирь. Я его первый раз здесь увидел вообще в Европе. Вот. И, в общем, одним словом, короче говоря, вот так, Аслан, у нас вот этот процесс шел. Сколько дней вы болели? У меня, вот лично у меня, значит, температура была, короче, где-то 16-17 дней. Ой, а тебе 61 год. Мне 61 год, при этом я еще перенес инфаркт, обширный инфаркт, понимаешь? У меня 2 стенда стоят, понимаешь? А эта жена, значит, у жены какой процесс был? 2 дня она не могла встать, головные боли, очень сильные головные боли, температура. Значит, второй там, старший сын, он спал как медведь в спячку, понимаешь? Температура, все, он не может встать, тоже 2 дня. Адам, также, короче, головные боли, очень сильные головные боли. Очень сильно бывают при этом головные боли, понимаешь? И у тебя тоже были, да? Да, ни в коем случае нельзя давать лекарства, Аслан. Вообще, вы без лекарства полностью лечились? Без лекарства. Единственное, что я первый день, когда она мне сказала, ты простудился, я выпил этот процетамол, и все, понимаешь, одно лекарство. Я тебе клянусь, валлай, одно лекарство, больше я ничего не пил. После этого я уже понял, что лекарства пить нельзя вообще. Потому что когда врачи сказали, дышите, значит, у них нет лечения, понимаешь, от этого коронавируса нет никаких медикаментов, никаких лечений. Это можно усугубить вот этими лекарствами болезнь, понимаешь. И мы начали пить вот только вот теплые бульоны, куриные, мясные, там, соду,
и чай там, и теплую воду. Больше никаких лечений нет, Аслан, против этих болезней. Вот так мы прошли 18 дней, короче говоря. На сегодняшний день у нас, Аслан, нет температуры, никаких признаков коронавируса. Я просто хочу вот через тебя передать тем чеченцам, не чеченцам, русским, не русским, всем европейцам, что коронавирус – это излечимая болезнь. Да. Это неправда, что она не лечится, это чистое вранье. Это лечится, все лечится, понимаете? И лекарства у вас под носом, понимаете? Еще раз повторяю, сода, чеснок, лук, лимон. Все, коронавирус, короче говоря, побежден. Никаких лекарств не принимайте ни в коем случае. Вот ты 16-17, там супруга, дети сколько болели по дням? Ты говорил, они быстрее. Да, смотри, супруга болела дней 12. Так, 12, ну тоже 12, немало, да, немало. Да, 12 дней у нее температура, там все нормально, она начала приходить в себя. Старший сын тоже там, у него поменьше, дней 7-8, короче, потому что они здоровые пацаны, понимаете, иммунитет сильный. Да. И это зависит еще от... сколько лет сыновьям, Борис Бяхмобилла? Да? Старшему 25 сейчас будет, второму 23. Ну, молодые. Да, молодые, они здоровые. Слушай, они хорошо, они стойко, они держались молодцами. Я говорю, ребята, отступать некуда, говорю. Да. Только вперед. Жалобы не принимаются в этом. Мы изолированы, говорю. У нас болезнь, которая называется коронавирус. Мы должны, говорит, сами себя лечить. Никаких я это буду, не буду, таких слов не будет. Все лечатся. Да. То, что пью я, ем я, ешьте вы. Лук, чеснок, сода, лимон. Все, короче, Борис, испытывать. Вот вопрос задают, как соду пить? Как пить соду? Соду, значит, горячую воду, чайную ложку, добавляешь, чтобы она, когда сода растворится, короче, размешиваешь, добавляешь чуть-чуть холодной воды, чтобы она была теплая, и выпиваешь. Ее нужно пить каждое утро. Стакан воды. Перед сном. Каждое утро. И перед сном. И каждый вечер перед сном, перед сном. Обязательно в порядке. Обязательно надо кушать. Вот скажи вот своим слушателям, обязательно нужно есть. Заставлять. Да, это самое. При коронавирусе пропадает обаяние. Люди, когда кушают, они не чувствуют ни еды, ничего, как будто солому живешь. Понимаешь, в чем дело? Никакой паники не должно быть. Это пройдет. Через 7-8 дней это проходит. У кого-то быстрее это проходит, у кого-то там чуть-чуть, может, попозже пройдет, понимаешь, что дело. Это излечимая болезнь, не надо никакой паники. Никакой паники. Аллахе, я клянусь Аллаху, говорю, вот 5 человек в моей семье проболело этим, короче, мы вылечились от этого коронавируса, да, Аллах. Да, Машал, да. Паника, никакой паники не должно быть. Тем более мы... Борис, тут вопрос. Вам делали тест на коронавирус? Никто нам не делал, нам никто не приезжал, и мы уже сразу определили, сами уже определили, и врачи нам это самое по телефону, когда стали спрашивать, что у вас. Симптомы, по симптомам. Да, симптомы, какие у вас, когда мы начали рассказывать, говорят, у вас, говорит, коронавирус. Понимаете? Когда у тебя пропадает обаяние, это уже коронавирус, сразу 100%. Никто не приезжал. Я себе сказал, когда мы сказали, они говорят, вы дышите, говорят, ну дышите дальше. Да. Ну все, главное, что у вас не было вот этого проблем с дыханием, с легкими. Да, Аслан, значит, с дыханием проблемы это люди, которые болели до этого, понимаешь? От коронавируса сразу болезни не бывает, Аслан. Это из догадки фантастики. То, что там в Италии умирают, в Испании умирают, понимаешь? Там, это все видел эти трупы, слушайте. Это что за паника? Это что за... Ну, показывают, Борис, так-то трупы показывают, и много хоронят, там, сжигают, кремируют людей. Это гибнут... Подожди, это именно от коронавируса эти люди умирают. Нет, умирают от осложнений. Вот ты говоришь, 12 дней супруга, 16-17 дней. 16-17 дней надо иметь крепкое здоровье, Борис, чтобы выкарабкаться после 16-17 дней. Ты, наверное, похудел сильно. Мы же, понимаешь, они же не лечились, понимаешь, в чем дело, Аслан,
не забывай, что эти люди не делали то, что мы делали, понимаешь, 15-16 дней мы боролись с этим вирусом, понимаешь? Да. Конечно, боролись. Они-то не знали, что это все под носом, это чеснок, лук, сода, понимаешь, им же не объясняли доктора, понимаешь, что нет лечения, нет лечения, нет лечения. И люди, наверное, отпустили свои руки и начали, уже ждать своей смерти, понимаешь. У них пошли, значит, отдых легких, еще, и болезни, люди начали умирать. А мы-то не можем сдаться ослаб, понимаешь, в чем дело, Ага. Мы по своему духу, мы люди, которые воинственная нация, которая всегда против всего шло, понимаешь? Да. Мы всегда боремся, понимаешь? Мы не опускаем руки, не сдаемся сразу, понимаешь, там коронавирус, там, или еще что-нибудь, понимаешь? Поэтому мы боролись, поэтому мы выздоровели, царевные, там, царь, Если бы эти итальянцы или испанцы знали бы, что нужно есть чеснок, бульон, соду, если бы им объясняли бы вот это, значит, я думаю, что таких смертей не было бы ни в Испании, ни в Италии, в Аллае не было бы, понимаешь? Ну вот тут мне одна пишет, моя подписчица, что еда у нее на вкус солома, не чувствует еду. Да, это коронавирус, это 100% коронавирус. Это первый признак. Это первый признак коронавируса. Пускай она изолируется, если она в семье, пускай никого не принимает, никому не ходит. Единственное, я еще раз говорю, утром сода, значит, бульоны, чеснок, лук, который убивает микробы коронавируса, понимаешь? Хачуёши, вот мою кишечник, понимаешь? Кишечный тракт, понимаешь? Потому что Асмал Чурик, она биолог по образованию, поэтому она сразу это расписала нам, что нужно делать, и быстро начала это все делать, понимаешь, в чем дело? Потому что сода убивает все эти вирусы, понимаешь? Бактерии. Она убивает. Бактерии убивает сразу, понимаешь, начинает убивать. И мы дальше продолжили сразу на чеснок, бульон, лук, бульон. И мостина, это же мы каждый день. Мы не перестали. Каждый день мы. Сколько приблизительно вот ты съел лука и чеснока в день ты вот ел? Одну головку, две? Приблизительно? На обед я ел две головки чеснока. И запивал 2 кружками бульона, куриный бульон, и йог. Не маленькие кружки, а большие 2 кружки запивал, понимаешь? Разжевывал, чеснок разжевывал, ослаб. Я умилари, а ты кушал? Питание как? Я ел, понимаешь, вот когда ты болеешь этой болезнью, у тебя нет никакого аппетита, у тебя нет чувства голода, запаха еды. Да, их нет, вот понимаешь, но надо обязательно в порядке кушать, обязательно в порядке. Если у тебя нет соломы, ты живешь, или дрова ты живешь, ты должен кушать, потому что у тебя организм должен требовать, да, сытый, и он должен быть полный, понимаешь? Когда ты слабый, у тебя слабее становится иммунитет, понимаешь? И этот коронавирус, он сильнее начинает тебя, снутри есть, понимаешь, что делать? И что, это поэтому вы, ассамблеи, мы выкарабкались, понимаешь? Мы же сложа руки не сидели, как итальянцы, испанцы, понимаешь? Если бы этим людям объяснили, что нужно вот такой процесс делать вот это, понимаешь? Они бы, я 100% уверен, что эти люди бы тоже выжили бы, у них не было бы такой смертности, понимаешь? И никакой коронавирус, никакие вирусы ничего не сделают ни с одним человеком, да, в Аллахе не сделали. Это вот мы сделали на практике, это доказали. Да. Ну, мне кажется, почти всем придется через это пройти, потому что от этой заразы ее надо переболеть. И теперь у вас есть как иммунитет получается, да, к этой болезни? Ты понимаешь, сейчас мы не можем утверждать, что у нас есть иммунитет, понимаешь? Это как мы понимаешь, мы переболели, понимаешь? Но я не знаю, понимаешь, я как могу за это сказать, Аслан? Мы переболели, да, у нас нет температуры, у нас нет ничего. Я сейчас пришел с прогулки, прогулялся там 5-6 километров, пришел домой. Ты в каком городе живешь? Я в Париже живу. В Париже? В самом Париже. Да, в Париже. Да. Мне тут задавали как раз вопрос по этому поводу. Я в Париже живу сейчас буквально я говорю, за 2 минуты я зашел домой, я прогулялся, 40 минут я гулял, понимаешь? Борис, вы соду пили натощак? Ты пил по утрам натощак? Да, натощак. Одну чайную ложку, да, в стакан воды? Чайную ложку в стакан кипятка размешиваешь, потом чуть-чуть добавляешь холодной воды и выпиваешь, понимаешь? Это
Она должна быть теплая, когда ты ее выпиваешь. Кывырда, что бы ты сказал вот нашим чеченцам, кто дома, ну и другим людям, кто меня смотрит и услышит, увидит? Я сам от вас, Аслав, Аллахи, Аллахом я клянусь, Аллахом, и эта болезнь не настолько опасна, как ее сейчас так все так преподносят. Сынок, лечение мы ищем, Валлахи, 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 еще раз вас говорю, Валлахи, мы лечение. Видишь, цабаник маяк, сода, чеснок, лук, лимон. Кца шапат мадаси, и дар мадушут. Аслан, никакой паники у нас ни дома не должно быть, нигде. А то у нас панику поднимают дома там, все там вообще, дубинки, людей, как знаешь, загоняют. Нет, людей надо лечить, людям надо объяснять, а не загонять их там, яму сажать или там бить по голове или убивать, понимаешь ты? Поэтому вот это лечение, самое хорошее лечение на сегодняшний день, да, вот, понимаешь, вот нашей семье, да, вот совок, да, я вышел, да вот вам лечение делайте. Да, вы делаете лечение, и выжили там, делали это цели. Наслав, Аллах, моего даже мы уже забыли про это, понимаешь ты? Да, отлично. Уже, да, Бухаста. Вы горло полоскали, Борис? Мне вопросы задают. Горло полоскали вы? Нет, не полоскали, мы горло не полоскали, не надо горло полоскать, соду надо пить, понимаете, в чем дело? Соду надо пить. Она должна убивать эти бактерии, она заходя убивает бактерии, понимаете? Ты можешь просто горло прополоскать, а дальше это горлотан, она же идет в кишечник, понимаешь ты? Эти бактерии. И ее нужно пить, Аслан, пить, а не полоскать. Каждый гусен, сод, молок, все, вот, понимаешь? Каждый вечер пили соду, да. Каждый вечер пили сном, после еды, после часа еды, короче говоря, мы запиваем стакан соды, короче, и все. Понимаешь? Ну, хорошо, Дейлрейс хуйль. Просто война, нож, массарда, массарна, да, машу, в любом случае, да, она разряд, порвал язык, да. И лечение, еще массуманкир, макир, сам умна, да. Валлахи, лечение есть, лечение у вас в ваших руках, да, гадем, да. Нисду. Да, Дейлрейс хуйль, дал, эзербаля дойль хуйль, дал, маршал дойль, маршал муксул. Дейлрейс хуйль, Аслам, да, вот, да, Амин, я Allah, Дейлрейс хуйль. Ади Кюэль. Давай, маршал. Так, господа, вот вы слышали человеком, да, это на самом деле коронавирус, это те симптомы, которые есть, тут некоторые пишут просто там, простуда 16-17 дней не бывает, вот он переболел, и во время простуды вот так обоняние не пропадает. Мы с ним разговаривали до эфира, и он мне рассказал, сейчас он эти подробности не говорил, он говорит, я сел кушать и не мог понять, вообще ничего не чувствовал, да, вот сейчас Дебора говорит, что она как солому жует, чувствовала. Он говорит, я тоже ел и не мог понять. Пошел, взял одеколон, говорит, побрызгал одеколон, и когда побрызгал, я удивился, говорит, вообще нет никакого запаха, я не мог понять, почему вообще нет никакого запаха. И вот надо понимать, что это не просто простуда. Так что вот так вот. Ну, в любом случае, люди выживают от этой болезни. Мы знаем, что это не чума, от которой там всем мрут там подряд. Большая часть людей выживает. Вот он рассказал, какие надо использовать препараты, лекарства. Ну, лекарства они не употреблял никакие. Какие надо из продуктов употреблять, чтобы постараться как можно быстрее побороть эту болезнь. Так что вот вам информация. Адам грузинский. Если можешь, вырежи вот этот момент и загрузи к себе на канал, а я потом тоже возьму это. Так, давайте тогда перейдем к вашим вопросам и пообщаемся. Так, пойдемте дальше.
Так, Маждат, в прошлом году 2 недели гриппом болел. Но одно дело, когда ты болеешь гриппом, у гриппа, Маждат, одни и те же симптомы, мы все знаем, да, когда ты чихаешь, из носа все, вода там идет. Он говорит, только в начале была, после этого нет. И горло першит, и так далее, и все переболели. Поэтому я считаю, что он переболел, и он так считает. По симптомам они выясняли, и они взрослые люди, у него жена, как вы слышали, биолог, она, я думаю, они разбирались в этом. И сейчас, как такового гриппа особо незаметно, сейчас везде гуляет коронавирус. Вот такая вот информация, как кто хочет, тот примет ее на вооружение. Так, Аде Давлетюк, Маждат, да, только в магазин, но не пробежки, потому что спорт резко понижает иммунитет и восстанавливается очень медленно. Да, физические нагрузки сейчас вообще как бы нежелательны, господа хорошие, потому что нагрузки, они снижают иммунитет. Это правильно говорит Аду Давлетюк. Надо в этом смысле постараться не делать тренировок. Так, Фриман антипутинист. Чтобы не получить язву желудка, чеснока, имбиря, соды, лука, пить нужно бульон. Бульон ты имеешь в виду все это вместе пить или запивать, да? Потому что я вот недавно употребил имбирь и реально у меня, мне кажется, были проблемы с желудком. На несколько дней у меня потом побаливал желудок. Дебора Ундал Маршал Дуэль. Я считаю, говорит Дебора, что у нее кризис прошел, но горло, температура все еще есть. Дебора Ундал Маршал Дуэль дал Изербаля Юлиль. Дал Ули Юэль Хуна Массусагна. Дал Ал Шуэль. Так, Макс Беркич, я тебя уважаю, потому что ты в войнах. Она, Галгай, Нохчи, Вежери были, будут есть. Аллаху Акбар. Дал Мула, Дерес Хуйль. Так, Адам Грузинский, Бех Мобилаш Вежери, у него сегодня хорошее настроение. Отлично, когда хорошее настроение. Так, лом-али. И видео Райсхвас есть. Да, его надо распространить. Сделать и распространить. Надо будет. Когда я иду в магазин, делаю маску из влажных салфеток, говорит Маждадов. Правильно. Дебора, скорее всего, выздоровление, говорит, он социал. Так, пойдемте дальше. Адам Грузинский, если все это продлить от полгода до 2, Российская Федерация будут сдирать налоговые бесчеловечные поборы с населения. Да, Адам, абсолютно верно. Первые будут страдать, конечно же, россияне. Их будут всех обдирать будут. Уже начал, да, весь мир помогает. Да, давайте вот я вам пример скажу. Например, здесь в Германии бизнесу помогаются. Сразу здесь в Германии сообщили, что март, апрель, май вам выплатят там в зависимости от... Мне сейчас человек звонит, я не знаю, знает он, что я в эфире или нет. Если ты знаешь, что я в эфире, напиши мне, и я тогда, ты, наверное, хочешь что-то сказать, и я тебе отвечу. Помогают финансово, во всех смыслах помогают. Например, я знаю, в Бельгии освобождают от уплаты квартплаты, от свет, газ, электричество. От этого вас освобождают. А в России Путин наоборот берет. Так, сейчас у меня мой товарищ мне звонит в эфир, и, видимо, он что-то хочет по этому поводу сказать. Именно по нашей теме, которую мы сейчас обсуждаем. Давайте сейчас я ему наберу, и тогда мы сможем поговорить с ним. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Машвой. It's how Amel Din
Амад, у нас на русском языке, Амад, у нас на русском языке, если можно, по-русски. Амад, сухозем. Ну, раньше наши матери дома, когда приготавливали хлеб, да. Добавляли соду. Лепешки когда готовили. И таким образом употребляли соду в пищу. А сейчас появились дрожжи разного вида, калибра. Да, да, совершенно. И сода, она как бы отошла во второй план. Ну, общая польза от соды, как сказать... Да, я тебя понял. Потому что мы сейчас ее не употребляем, и нам не хватает ее в организме. То есть, как вот из-за... Noch масла, Эламегердо, Айла. В пищу, то какой процесс происходит? Ага, что происходит? С кровью. То есть сода не дает склеиваться лейкоцитам. Переносчик кислорода, как всем известно, является кровь, да, лейкоциты. Да, зернистые уж что лейкоциты чего-то. Да. Так вот, эти лейкоциты, когда поднимается температура у человека, они склеиваются быстрее и образуются тромбы. Таким образом, кислород не доставляется в нужные органы человека, мозг там и глубокие глубокие органы. Не везде достает, понял тебя. И сами лейкоциты, они от 9 до 13 микрометров в диаметре, да. И они при нагреве, они расширяются, плюс склеиваются. Таким образом, кислород не доставляется в нужные места органов. Раньше эту соду как бы давали спортсменам в Советском Союзе, когда допинг, допинг он запрещен, и именно спортсменам давали, чтобы они завоевывали золотые медали. То, кому интересно, можете поинтересоваться насчет соды. То есть этим спортсменам обязательно как бы давали, добавляли в пищу, чтобы они были выносливы как бы, в завоевывании этих золотых медалей в спортивных состязаниях, в Олимпиаде там и в разных местах. То есть открываются как бы дополнительные силы, но это сила как бы от кислорода, потому что 80% энергии человеку дается через кислород, а 20% от пищи. То есть без кислорода человек не может прожить больше 3 минут. Без еды, просто без воды. То есть если пить воду, человек может прожить максимум месяц, да, без пищи. А если употреблять всего лишь пищу и без воды, то 6-7 дней, примерно закругляем. Ну а без кислорода, то есть 3 минуты. И все. Да. Самая важная пища для организма – это кислород. Этому воспрепятствует, то есть помогает как бы... Но ты предлагаешь пить соду, правильно? Как ее пить? Объясни нам. Здесь. Как его пить? Эту соду добавляли в хлеб. Ну и мало горячая или с теплой, Амад? Из-за да, с теплой водой. С теплой. В пол чайной ложки я добавляю в стакан и соду. С теплой водой. Потому что как раньше в хлеб соду в данный момент не добавляют здесь в магазине. И приходится употреблять соду таким образом. Да. Вкратце хотел
хотел об этом сказать, как действует сода на организм, то есть лейкоциды не склеиваются. Таким образом, человек может дышать в тяжелой инфекционной затруднительной форме. То есть кислород доставляется в нужные органы без аппарата. Вот. Такую помощь оказывает сода. Ну, на этом я закончу. Мегаду. Спасибо. Амин. Ва алейкум салам. Нет, на самом деле тут некоторые пишут сод, маиц, туда-сюда. На самом деле человек очень неплохо разбирается во всем том, что он говорит. И я думаю, нужно прислушаться и не говорить сразу, да, это не надо, то не надо. Когда человек заболеет, то тогда в это время уже ты ищешь все способы. И как мы видим, люди пили в том числе соду, не только соду, чеснок, лук, он говорил, лук они как яблоки ели, потому что вкусовые рецепторы пропадают, и говорит, без проблем можно было есть. Я вот начал рассказывать, он брызгал одеколоном, этим парфюмом и вообще не чувствовал запаха. Так что вот так вот. Давайте дальше тогда перейдем к вашим вопросам, ответам. Если захотите, еще можете звонить, писать. Так, я остановился на том, что Адам Грузинский говорил по поводу вот, налоговой системы, которая во всем мире помогает, а Путин, наоборот, вводит новый налог. Так, Гузман, Аслан, пожалуйста, посмотрите на YouTube видео путинские шавки издеваются над чеченцами из-за вируса короны. Хорошо, обязательно посмотрю. И хотел как раз поговорить по поводу Асламбека, да, которого призвал Кадыров, который позвал, который вместе в этот так, Арсаев его, по-моему, зовут. Нет. Я хотел по поводу сказать не по этому человеку, которого вот задержали, да, которого вот задержали, Сгихов, Асламбек его тоже зовут. Но есть такой человек, как Асламбек Арсаев, бригадный генерал, который проживает, по-моему, в Австрии, или в Турции. И этот человек сделал видео, начал несколько видео, он уже выложил и будет, я думаю, продолжать выкладывать видео. И по этому поводу Кадыров Рамзан начал его там оскорблять, и всех остальных он тоже начал оскорблять по поводу того, что вот этот генерал наш ичкерийский посмел вот заявить. Было аудиосообщение, где привели родственников, запретили все снимать, скоро будет видео по этому поводу, видимо, Арсаевым это видео уже показали, и, видимо, потом по телевизору покажут. Собрали родственников вот Арсаева, этот человек практически без зрения, очень сильно ранен, и родственников заставили опять отказаться, проклинать его и так далее. Их в мечети всех собрали и сказали, чтобы никому не давали снимать. Люди не снимали, но после того, как вышли из мечети, люди начали между собой общаться и разбрасывать голосовые сообщения, где у нашего генерала Асламбека Арсаева очень сильно там поносили, оскорбляли и так далее. И хотелось бы сказать, что бы они ни делали, как бы они ни пытали наших родственников, не запугивали наших родственников, не остановить все равно они нас не смогут. Правда она такая, это не потому, что там Арсаев Асламбек что-то сказал, Закаев Ахмед что-то сказал там, или кто-либо другой. Правда она никуда не денется, и не сможете вы ее заткнуть. То же самое происходило с родственниками с Ахмеда Закаева. Кадыров сам лично приехал к брату, они фактически заложники.
весь чеченский народ заложники. Знаете, я когда-то читал про концлагеря, и там вот, например, евреи, которых массово, там, в конвейерном порядке, да, в масштабах, в таком массовом порядке убивали людей, сжигали в печах. Здесь я был в Баварии, на землях Баварии, там есть Дахау, одна из первых тюрем, и там есть камера, где людей умерщвляли и потом их сжигали. Так вот, там над этими евреями стояли надзиратели внутри, евреи. Да, немцы вокруг все на вышках с оружием, а старосты и такие пособники были из числа евреев. И я думал, как так, как евреи могут быть над своим народом, их же убивают только лишь за то, что они евреи, их убивают, уничтожают. Только вот одна их единственная вина была в том, что они евреи. Больше их вины в этом не было. Может быть, был какой-то банкир еврей, да, но этот банкир все свои деньги всем евреям не раздавал. Из-за этого этих людей убивали. И вот теперь происходит то же самое. Весь наш народ находится в заложниках, и из чеченцев, чеченцы над нами стоят эти вертухаи, как их на зоне называют. И они могут, Кадыров, Рамзан приехал со своей этой бандой, приехал к брату Ахмеда Закаева и точно так же угрожал. И всем, конечно, и угрожают, и будут угрожать, и будут пытать, убивать. Но это не значит, что они смогут остановить правду. Они не могут скрыть эту правду. Это невозможно. Все, что вы делаете, кадыровцы, там остальные, кто прислуживаете русским, вы только оттягиваете время. И вы мне, кадыровцы, напоминаете, знаете кого? Вы напоминаете мне маньяков. Маньяк, который находится у следователя. Все, поймали маньяка, и он сидит у следователя в кабинете. И за то, что этот маньяк рассказывает, где он убил очередной и спрятал очередное тело, свою жертву, ему следователь, который раскрывает висяки, так называемые висяки, дает ему сигареты, дает ему чефир, иногда водочку может налить ему, так как у него это раскрываемость, для него это звезды, для него это отдых, съехать в Гагры или еще куда-нибудь в советское время. А для этого маньяка, этого серийного убийцы, кем являются кадыровцы, получается ситуация, что его песенка уже спета, он уже все, приплыл, как говорится. И вот он сидит перед следователем, и его задача оттянуть время, когда он уедет на зону и будет или расстрелян, да, в советское время так происходило, или получит пожизненный срок, там, как сейчас в России это может быть. И для этого серийного убийцы, чем больше он раскрывает свои преступления, тем дольше откладывается его поездка на зону, и решение суда чуть-чуть оттягивается. Это ему выгодно. И ему выгодно, получается, раскрывать эти преступления, и следователю выгодно. Иногда такие серийные убийцы брали на себя убийства, которые они не совершали, так как у следователя эти висяки есть, и ему, этому серийному убийце, терять нечего, так как чефир, опять же, покурить там сигарету с фильтром и так далее. Вот кого вы мне напоминаете. Что бы ни говорили, как бы ни говорили, серийный убийца, который имеется уже дело на него, он рано или поздно уедет далеко и надолго. То же самое, что бы вы ни делали, как бы вы ни оттягивали конец, как бы вы ни совершали новые преступления, чтобы как можно дольше задержаться и быть полезным русскому оккупанту и врагу, вы
все равно, как у того серийного убийцы, ваш конец, я вам не завидую. Мы умрем все, и вы умрете, и я умру, и дело даже не в смерти. Дело в том, что то, что вы планируете, у вас никогда это не осуществится. Никогда вы не будете хозяевами, дворянами над чеченцами. Путин и ФСБ всегда были дворянами над русскими, КГБ было всегда, вот это политбюро их, и эта номенклатура были всегда дворянами. Русские привыкли так жить. Вы не забывайте, мы чеченский народ, это не русский народ. У вас нет никаких шансов. В исторической перспективе вам всем просто хана. И можете пытать наших родственников, как сказал Ахмед Закаев, зажарить их всех, съесть. И как сказал Басаев, вам можем, когда Масхадова тело не отдали, отправить им кетчуп, съешьте их. Но это не значит, что вам за это не настанет. Вы не понесете за это заслуженное наказание. Также с вами все понятно, с убийцами, которые по локоть в крови. Я бы хотел бы предостеречь молодых чеченцев. С этим насильником, с этим серийным убийцей все ясно. Следователь, который сидит перед ним, он хуже, чем этот насильник, потому что он вынуждал этого серийного убийцу. Вот этот серийный кадыровец, эти русские вынуждали его это делать. И это они оба заслуживают того, чтобы уехать на остров Огненный. Мне непонятно молодые чеченцы, которые становятся в ряд к этим кадыровцам, именно к этим убийцам, и готовы понести эту ношу на себе. Себе и своему поколению. На вас заканчивается, когда ваш отец, мама, когда вы родились, думали, у нас родился мужчина и продолжит род. Так вот, вы не продолжите род. Вы, если его даже продолжите, вы его где-нибудь в России, в глубинке, спрятавшись, не признаваясь, кто вы есть, вам придется его продолжить. Никакой старости, никакого имени для своих детей, сыновей вы не дадите. Поэтому вот меня эти люди удивляют, молодые чеченцы. Меня удивляет тот мерзавец и подонок, который приехал, жил 10 дней у Имрана Алиева, у Мансура Старого дома, и убил его открыто, не скрываясь, фактически из-за нескольких миллионов рублей, которые ему докинули, как кость собаки. Убил человека, воспользовавшись его гостеприимством, нарушив самый главный, один из главнейших законов чеченцев. Подло, жестоко убил человека, и теперь ты думаешь, халиф на час. Не будьте халифами на час. Я хотел, буду сейчас продолжу читать сообщения. Вот Reality French English пишет. Маш Войль Аслан, ассаламу алейкум, дал Машал Доль Амадан, дал Гучум на Ларвойле Аслан, почему окурок отправил свои войска в Ростов? Ва алейкум салам, Машал Хиль, French English. Я не знаю, я увидел эти видео, и может быть это старая запись, может новая. Нагнетания, когда начинаются, тут не поймешь, где правда, где ложь. Посмотрим. Я знаю, что у Путина с окружением очень сильные терки, и они уже давным-давно эти терки идут, и у Путина положение такое, не очень такое уверенное. Посмотрим, чья сторона возьмет. Хотя я желаю обеим сторонам успеха. До полного, до последнего патрона, как говорится, желаю им удачи. Так, давайте дальше. Нон-стоп, мистер Аслан, витаю. Вы можете рассказать людям про тейпы, что это и почему? Почему называют себя Нохчи, остальные чеченцы? И почему Ичкери? Чтобы люди больше знали и понимали ваш народ. Витаю, нон-стоп, приветствую. Тейпы. Тейпы это большая и такая обширная тема, которую можно обсуждать очень долго.
я мог бы посоветовать вам канал, у меня здесь он есть, Бакаева, Хасана Бакаева, историка нашего, который очень хорошо рассказывает про тейпы. Тейпы, некоторые их путают, а русская пропаганда, еще советская пропаганда, очень много нам преподносила, что тейпы это что-то такое племенное. Это абсолютно не так, сразу сообщаю. И тейпы делятся на 3 типа, как рассказывал историк Хасан Бакаев. Первое, тейпы, происходит название наших тейпов, происходит от места происхождения, земли происхождения. Это раз. Второй тейп происходит от мастерства, да, ну, как сказать, ну, допустим, это тейп объединения людей, которые занимались определенным ремеслом. Исходит от одна категория тейпов от места происхождения, и третья категория тейпов, как говорит Хасан Бакаев, исходит, она точно не установлена, там разные версии есть, и пока еще до конца ученые в этом единому мнению не пришли. На 3 вида, на 3 группы делятся наши тейпы. Это так. Я когда приехал сюда в Германию, я познакомился там с одним немцем, и я его спросил: а ты немец? Я говорю, ты приезжий или немец там, и так далее. И он сказал сразу: мои предки с Пруссии, там, и очень подробно рассказал. И это очень наглядно продемонстрировал. Он рассказал место происхождения свое. Мы чеченцы так представляемся. Когда ты знаешь свою родословную, ты обычно ее вот так рассказываешь. Не только там фамилию, папу, там, да, дедушку, прадедушку и там фамилию, но и более глубокие связи свои с этой местностью, ну или своего происхождения. Вот так мы делимся. Для чего это делалось? Я могу только предположить, что это делалось для того, чтобы сохранить свои корни, свою культуру, что является хорошо, хотя это ни в коем случае не ущемляет другие народы и другие национальности. Почему? Ну вот мне кажется, для того, чтобы знать, и когда к нам приходили кто-то извне, мы как бы их принимали, обустраивали их, очень много помогали. Я сегодня, кстати, говорил с одним уважаемым человеком, Сулимом Юнусовым, и он мне рассказал очень интересную вещь, такой параллель провел. Вот сегодня происходит миграция по разным причинам, и люди оказываются в разных местах, в разных странах и просят убежище. И в соответствии с международным правом это убежище предоставляется. Так он мне рассказал, и я раньше об этом тоже слышал, и только когда он мне об этом напомнил, я понял, что я это уже тоже где-то читал. Он рассказывал, что русские солдаты, которые бежали из русской армии, укрывались у чеченцев, и русские окружали населенный пункт, какую-нибудь деревню, и требовали выдать этого солдата. Так вот, в соответствии с нашими законами, которые через только 150 или 200 лет окажутся закрепленными в международном праве и признаны многими государствами, у нас тогда был закон, на основании которого мы не имели права выдавать человека, который попросил у нас убежище. И наши населенные пункты русские сжигали, и мы не отдавали русского солдата, который бежал из этой русской армии. Вот на основании вот таких законов мы существовали. Наши законы, так как мы все время находились под оккупацией, русские пренебрежительно, и мы по своему незнанию, иногда просто повторяя автоматически, называем обычаями и так далее. Нет, это были наши законы, и они были писанные законы. Русские потратили очень много сил и усилий,
человеческих жизней, и своих, и наших, чтобы искоренить всю нашу историю, как можно больше выкосить ее всю из-под нас. Мы являемся основателями хуритской культуры древности. Чеченцы образовывали государство, чеченцы образовывали цивилизацию, да, хуритская цивилизация, да, есть известная она. Ее в России не сильно изучают, не дай бог чеченцы поймут, что это такое. И он мне рассказал одну историю очень интересную. Как-то Джохар Дудаев сидел где-то там на какой-то встрече был, и с ним рядом оказался один известный русский ученый. Сейчас он, по всей видимости, речь шла о сегодняшнем директоре Эрмитажа. Ой, как же его, дай бог памяти, сегодняшний директор Эрмитажа, скажем так, не Пьянтковский, как-то его была фамилия, вот сейчас на языке вертится. Так вот, вот он ему рассказал, что в Эрмитаже, в подвале, там есть подвальные помещения, где иногда закрывают, иногда открыты бывает эта выставка. Там выставлена урартовская вот эта цивилизация, их разные древние золотые и не золотые, разные украшения, изделия разные. И все это когда-то вот мы являемся наследниками вот этой культуры. Ногчи, вот вы задаете вопрос нон-стоп, ногчи мы считаем, по-разному некоторые считают, Нохчи, Ной, мы Нох Пэмар называем, пророк Нох, Ной, по-чеченски называется Нох Пэмар. Нох — это первая часть нашего самоназвания, Чи — это, я так понимаю, множественное число. Я не силен в этом, я как бы предоставлю вам возможность, я под этим видео оставлю ссылку на канал, и у меня он среди избранных каналов есть этот канал Хасана Бакаева. Это очень профессиональный, очень большой ученый истории, и он ответит на многие вопросы. И с удовольствием я буду рад вам предоставить ссылку на его канал. Кстати, подписывайтесь на его канал и на все каналы, которые у меня есть тут среди избранных. Так, пойдемте дальше. Так, я все перемотал, господа, так как много говорил, времени у нас осталось 10 минут. Давайте немного поотвечаем еще на ваши вопросы. Так, Ичкерия Форева. Русские, их подданные на протяжении всей истории брали в заложники аманаты и пытали и теряли без вести родственников, непокоренных им чеченцев. Ничего нового не придумано ими сейчас. Абсолютно с тобой согласен, Ичкерия Форева. Нам рассказывают про каких-то захваты заложников там и так далее, но на протяжении всей истории именно захватом заложников занимались русская оккупационная армия, как царская, так советская, ну и после уже так называемой демократической. Совершенно верно. Теряли именно, воевали с родственниками. В 2003 году генеральный прокурор по заданию, прямому указанию директора ФСБ Николая Патрушева заявил, что теперь родственники несут ответственность. И мир, весь цивилизованный мир, который говорит о какой-то там о правах человека, о международном праве и так далее, сделал вид, что этого не произошло. И вот чеченцы над чеченцами вытворяли то, что вытворяют вот по сегодняшний день. По сегодняшний день вот у Асланбека Арсаева похитили родственника, вызвали родственников, допрашивали их, запугивали, и, наверное, скоро мы увидим видео, как они отказываются от него там и ругают Асланбека Арсаева. Так что вот так вот. По поводу
Так, поговорим еще тогда. Дальше. Юрий Погорелов, надо объединяться и сломать эту систему. Давно пора, Юрий, давно. Моро, если Рашка начнет колоться, главное не упустить момент кавказскому народу, который как никто достоин быть свободным. Абсолютно с вами согласен. Так, Хусейн Исханов. На сегодняшний день название Чеченской Республики ассоциируется с Кадыровым и оккупантами, а Чеченская Республика Ичкерия со свободной и борьбой за независимость. Со свободой и борьбой за независимость. Совершенно верно, Хусейн. Машуар, Хусейн. Так, Вильпес Инкульта. Некоторым находкам на территории Чеченской Республики около 5000 лет. Кувшины, разные предметы бытности того времени. Совершенно верно. Хамзат Гилаев напоминает, ставьте лайки. Так. Reality French English. Я завтра выложу видео про генерала Шарля де Голля, герой-освободитель французского народа от нацистского ига. Отлично. Адам Грузинский. Соду 1 чайная ложка на стакан воды. Запейте кипяченой водой, а не кипяченой прямо газ плиты. Залейте меньше половины, потом уже на свой выбор. Добавьте холодной воды, если есть мед или 1 долька лимона. Так, Reality French English. Гитлер хотел унизить французский народ, заставив своего гауляйтера подписать документ о капитуляции Франции в тот вагон, в котором французы капитулировали во время Первой мировой войны. Да. Анзорино Майнахи из народа Ноя. Так, нон-стоп, мистер. Спасибо огромное. Слава Украине, волю Ичкерии. Героям слава, нон-стоп. Спасибо, что задали вопрос. Так, Мила Юрьевич, Ахмед Закаев и все его близкие, выздоравливайте. И милые люди, берегите себя. Спасибо. Так, Адам Грузинский. Аслан, Саха Тарана до конца ответ Мацеделера. Насущий вопрос как-никак. Тогда это и у вас, и ваш. Тогда это вопрос. Ловардается раз. Хусейн Исханов. Юрий Погорелов. Мы не враги нормально думающим русским, стремящимся к справедливости и созданию своего русского государства и уважающего волю других народов к независимости. Полностью, абсолютно согласен. Так, перемотаю немного. Хусейн Исханов. В России каждый следующий будет только Путиным, других у них просто не бывает. Да, если хороший это Ельцин, а плохой это Путин, то для нас, над которыми и Ельцин, и Путин устроил геноцид, для нас разницы нет никакой, в принципе. Так, мой тэп образован от прародителя Архно. Так, Унсоциал-С, добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки и подписывайтесь на реалити, пусть люди узнают правду. Так, гриф на месте, Мила Йович, но на Лубян надо разбить парк. Да, на Лубянке, совершенно верно. Надо, там мемориальную, знаете, здесь в центре Берлина есть большая мемориальная такая территория, где установлены такие большие такие плиты по убитым евреям. Если русские установят эти плиты, наверное, всю Лубянскую площадь, весь центр Москвы нужно будет зачистить, чтобы заставить всеми убитыми людьми, как русскими, и чеченцами, и другими национальностями, которые убила гибня. Так, Виталий Днепр. Всем привет с Днепра. Украинцы всегда с уважением к свободным и гордым народам.
Приветствую, Днепр. Виталий, привет. Спасибо. Взаимно. У нас то же самое. Знаете, Виталий, когда в первый раз я на русском языке услышал слово там свобода, независимость, там, борьба за родину там, и так далее, на русском языке для меня это так странно прозвучало, потому что я привык это слышать только на чеченском языке. И казалось, что украинцы это такой же русский народ, который абсолютно не способен самоорганизовываться, защищать свои права, свободу. И это было очень приятно услышать, что мы, оказывается, не одни, и оказывается, что на земле есть люди, которые тоже так же, как и мы, хотят свободы и своих прав. Насим, русские в Чечне вырезали головы чеченцев и представляли как доказательство для получения денег. Да, это было с древних времен, и сейчас это продолжалось. Так. Фриман антипутинист. Скоро оголодавший от путинского ограбления русский народ будет за кредиты выдавать военных преступников Международному суду и уходить с оккупированных территорий по условиям получения этих кредитов. Дал мукла, Фриман антипутинист. Дал мукла. Ждем-с. Не ждем-с, а готовимся. Так, лунный свет. Путин напрямую в Украину уже не пойдет, захлебнет собственной кровью. Эта мразь будет стараться подорвать изнутри через предателей. Совершенно верно. Владимир Рабинович, на Лубянке братскую могилу сделать. Да, и захоронить всех этих ФСБшников. Рамазан Магомедов. Кавказцы тоже любят Украину, украинцев. Да. Кремлы, Якуб, салам алейкум из Симферополя. Ва алейкум салам, брат Кремлы. Ва алейкум салам, Симферополь. Так, российский народ еще при Сталине силой был загнан в колею насилия и жестокости. Каждый второй россиянин в душе Сталин. Нарушена ДНК. Так. Франк Вальтер Штайнмайер. В Москве намечается шухер. Академик закрывает границу. Совпадение? Не думаю, говорит. Я тоже не думаю, что это совпадение. Монгол Азиат. Куда делся суперчат? Суперчат закрыли, потому что у меня убрали монетизацию. Постоянно канал подвергается атаке. Но сейчас начали опять прибавляться подписчики. Уведомления начали получаться. И я думаю... еще будет, конечно, атака, но мы будем бороться. Будем писать жалобы. Что поделать. Хусейн Исханов. Для большинства русских слово «свобода» равносильно лозунгу «за Сталина, за Путина». Да, Хусейн, абсолютно верно. Так, Аслан Умаев. Я думаю, что скоро в России начнется гражданское сопротивление из-за нехватки денег и продуктов. Если так пойдет, то в России будет дефицит всего. Да, это ожидаемо. Это ожидаемо. Чингисхан. Украина застрянет в горле Путина. Да, Алмула. Даст Бог. Так, Насим. Для чеченцев власть России, что тот дождь или будет, или нет, пополам. Так, Владимир Абинович. Лубянку дустом посыпать. Это уже нарушение международных конвенций. Дустом посыпать. Русский перевод ведь другим языком значит на что-то связывает. Так. Русский перевод ведь с другим языком значит на что-то связывает. Так. Ичкерия Форева. Вирус вируса, но по рецепту Бориса нужно я скорее окочурюсь от язвы желудка. Да, а что делать? Захочешь жить, не то еще съешь. Гражданин Н. Недавно Россия направила в США гуманитарную помощь. Очень странно. Россия никогда не направит гуманитарную, она только может получать от Америки. Эта гуманитарная помощь была оплачена американскими долларами. Об этом уже американский Госдеп уже заявил неоднократно просто.
Ну, вернее, один раз заявил, но уже об этом уже все раструбили. Так. Рональд Рейган, не зря же Путин построил тюрьмы. Да, Путин готовился к этим дням. Так, Василий Макарчук. Приветствую тебя, мой Василий, рад тебя видеть. А Путин здесь ни при чем. Русский народ не может жить без крови войны, и если долго не будет крови, то начнется ломка и убьют Путина. Путин это знает, таким образом пришло к власти, делая теракты, войну. Да, это тоже правда, это тоже правда. Так, лунный свет. Если в Украине был Джохар Дудаев, Рашки давно не было бы. Я вот 100%, и с этим тоже согласен. Адам Грузинский. Аслан, те советы твоих друзей, оба видео залить. Да, лучше залить оба видео. Если можешь объединить их, было бы отлично. А если ты их объединил бы, и где там не нужно, я отвлекаюсь, можно было бы это обрезать и вот так сложить. Было бы вообще удобно, Адам. Так, время закончилось, наши господа. Зачитаем Хусейна Исханова, нашего депутата и нашего стойкого солдата Ичкерии. До тех пор, пока мы, чеченцы, стремимся к независимости, мы независимы. Как только опустим руки, за нами захлопнется клетка. Абсолютно с тобой согласен. Дейрейсхоль Хусейн, спасибо всем. Спасибо всем, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Следующий стрим у нас будет в понедельник в 21:00 по Берлину. Всем всего хорошего, спокойной ночи. Ассалам алейкум. Спокойной ночи. Адикюэль. Маш Оэль.